Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Добрый вечер. В рамках взаимовыгодного сотрудничества между Таджикистаном и Узбекистаном в административном центре Хатлонской области городе Бохтаре состоялся региональный инвестиционный форум Таджикистана и Узбекистана. В его работе приняли участие более 400 представителей из двух дружественных стран. В форуме приняли участие первый заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Давлат Али Саид, заместитель премьер-министра Республики Узбекистан, министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардор Умурзаков, а также представители министерств, ведомств и компаний двух стран. В числе гостей участников форума руководители ряда регионов Узбекистана, в том числе Самаркандской и Сурхадаринской областей. Сначала гости из Узбекистана посетили выставку промышленной и сельхозпродукции Хатлонской области и дали высокую оценку работе организаторов. Состоялись презентации инвестиционных возможностей и потенциала промышленных предприятий, а также обмен мнениями и опытом. Во вступительной части мероприятия ответственные лица Таджикистана и Узбекистана поделились своими мыслями о продолжающемся сотрудничестве между двумя братскими странами, рассказали о благородных и творческих инициативах президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и президента Республики Узбекистан, уважаемого Шавката Мирзиёева. Стороны намерены открыть совместные производственные предприятия, создать тепличные хозяйства, организовать выращивание и переработку сельхозпродукции. При этом было отмечено, что политическая, экономическая, культурная и гуманитарная составляющая между Таджикистаном и Узбекистаном будет расширяться и в дальнейшем. Следует отметить, что за последний год товарооборот между Таджикистаном и Узбекистаном достиг 500 миллионов долларов. Стороны намерены в текущем году увеличить объем двусторонней торговли до 1 миллиарда американских долларов. Тем временем Всемирный банк прогнозирует рекордный рост мировой экономики. Среди стран СНГ самый высокий рост экономики ожидается у нас в Таджикистане. В нашей стране в 2021 году валовой внутренний продукт вырастет на 5,3%. Тему продолжит мой коллега Карим Хайдар. Всемирный банк прогнозирует рекордный рост мировой экономики. Среди стран СНГ самый высокий рост экономики ожидается в Таджикистане. Рост мировой экономики в 2021 году составит 5,6%, что является наивысшим показателем за последние 80 лет. По прогнозу Всемирного банка в 2022 году рост мировой экономики составит 4,3%. В Таджикистане в 2021 году валовой внутренний продукт вырастет на 5,3%. В своем послании парламенту страны президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что в 2020 году правительство страны осуществляло свою деятельность в условиях острой мировой финансовой и экономической ситуации и, несмотря на возникшие проблемы, приняло ряд оперативных мер для предотвращения последствий кризиса и защиты экономической безопасности страны. Также было отмечено, что в результате осуществления правительством страны безотлагательных мер была обеспечена устойчивость макроэкономических показателей, а в направлении повышения и улучшения уровня и качества жизни были сохранены положительные тенденции. Экономика страны в 2020 году возросла на 4,5%, а объем валового внутреннего продукта достиг 82,5 миллиарда сомони. В этот период рос объема производства промышленной продукции на уровне 9,7%, сельскохозяйственной продукции на уровне 8,8% и внешнего товарооборота на уровне 0,8%, в том числе экспорта в объеме 19,8%, создала основу для экономического развития
страны. Особо следует отметить, что производство пищевой продукции по сравнению с 2019 годом возросло на 28,3%, что способствовало улучшению обеспечения внутреннего рынка продукции отечественного производства. В различные сферы национальной экономики были привлечены зарубежные инвестиции в общем объеме более 5,4 миллиарда сомони, в том числе 1,3 миллиарда прямых инвестиций. В 2020 году были построены и сданы в эксплуатацию 300 промышленных предприятий и цехов с более 6500 рабочими местами, 157 средних общеобразовательных учреждений и дополнительных корпусов на 63 тысячи учеников, 108 медицинских учреждений и жилая площадь на более чем 1,2 миллиона квадратных метров. В этот период было создано более 193 тысяч постоянных и сезонных рабочих мест, а денежные доходы населения возросли на 10%. Продолжаем выпуск. В годы государственной независимости Республики Таджикистан в транспортной сфере страны были осуществлены 53 государственных инвестиционных проекта на общую сумму 20,3 миллиарда сомони. Были построены и сданы в эксплуатацию более 2200 километров дорог, которые имеют международное значение. И в этом направлении в ближайшие годы в Таджикистане запланировано строительство еще более 1500 километров международных дорог. При этом особое внимание уделяется строительству и реконструкции дорог в высокогорных районах страны. Так вот, в эти дни ускоренными темпами продолжается строительство участка дороги Шкев-Калай-Хумб, автомагистрали Душанбе, Куляб, Калай-Хумб, Хароб, Мургаб, Кульма. Дороги и мосты являются важными артериями страны. Их качественное строительство направлено на служение сегодняшним и завтрашним нуждам нации и государства. В эти дни темпы строительных работ по асфальтированию участка дороги Шкев-Калай-Хумб заметно возросли. Продолжается асфальтирование первого слоя дороги. Работы в этом плане выполнены в объеме 35%, то есть 13 километров дороги уже заасфальтированы. В целом протяженность этого участка дороги составляет 25 километров 640 метров. Ежедневно осуществляется асфальтирование от 500 метров до 1 километра. Автодорога Шкев-Калай-Хумб будет построена в соответствии с требованиями международных стандартов. В строительных работах задействовано 300 отечественных и около 30 зарубежных строителей, а также мощная дорожно-строительная техника. В настоящее время выполнены работы по выравниванию и расширению дороги, по установке водоотводных лотков и другой инфраструктуры. Продолжаются работы по асфальтированию, созданию тротуаров и освещению населенных пунктов. Реконструкция этого участка дороги позволит обеспечить безопасное передвижение автомобильных средств, увеличить транспортировку товаров и продукции. После окончания работ по реконструкции участка Шкев-Калай-Хумб начнется очередной этап реконструкции участка дороги Калай-Хумб-Ванч Дарушанского района. Переходим к зарубежным новостям. В Аризоне не удается справиться с 2 крупными лесными пожарами. По меньшей мере 65 человек погибли, более 100 пострадали в результате столкновения 2 поездов, произошедшего в понедельник утром на юге Пакистана. Об этих и других событиях в мире подробнее мои коллеги. И в завершении вновь к местным новостям. Сегодня в государственном учреждении Национальный музей Таджикистана открылась выставка «Таджикистан-Узбекистан на пути дружбы и созидания». На выставке из Фонда Национального музея Таджикистана представлен ряд уникальных экспонатов. Это картины и бюсты, книги, фотографии, вазы, сувениры и ковры ручной работы, которые рассказывают о достижениях Таджикистана и Узбекистана, 2 исторических народов на пути дружбы и созидания. Уважаемые телезрители, таковы главные новости к этому часу. Я благодарю вас за внимание. Будьте здоровы и оставайтесь на нашем канале.